Сегодня четверг, и в эфире городского телевидения программа «Крупным планом». Я ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. 2017 год в МЧС России был объявлен годом гражданской обороны с целью дальнейшего формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышения ее роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны России, которую отметили в начале октября. И сегодня в нашу студию мы пригласили начальника управления гражданской защиты города Сибай Зульфию Ибрагимовну Фаткуллину. Здравствуйте, Зульфия Ибрагимовна. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, свои вопросы нашему сегодняшнему гостю вы можете задавать по телефону 8 927 303 43 43. Также работает Вайбер и WhatsApp. Зульфия Ибрагимовна, для начала первый вопрос, что вообще такое гражданская оборона, потому что не все в этом разбираются. Какими знаниями и умениями должен и, наверное, даже обязан владеть каждый гражданин Российской Федерации? Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории всей Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как вы уже сказали, на самом деле 4 октября 2017 года исполнилось 85 лет со дня образования гражданской обороны. И нужно сказать, что гражданская оборона прошла большой путь становления и развития и превратилась в важную составляющую общегосударственных оборонных мероприятий. В связи с этим 2017 год в системе МЧС России объявлен годом гражданской обороны. И поэтому на территории также Республики Башкортостан и на территории городского округа город Сибай спланированы были целый ряд мероприятий. Это информационно-пропагандистские мероприятия, проведение учений, тренировок, подготовка населения и так далее. В первую очередь, это надо сказать, что мероприятия, посвященные году гражданской обороны, проводились в ходе комплексного учения, которые у нас были проведены на фоне Всероссийской штабной тренировки с 4 по 6 октября 2017 года. Как они прошли для нашего города? Все ли отработали хорошо? Данные мероприятия, у нас прошли на должном уровне. Началось с получения и с передачи сигналов. Отработан было оповещение и сбор руководящего состава гражданской обороны города Сибай. Доведена до руководящего состава возможная обстановка и поставлена задача на выполнение мероприятий гражданской обороны. Затем, на местах, на объектовых уровнях, были проведены мероприятия. Также доведена до своих работников возможная обстановка, поставлена задача в соответствии с деятельностью каждого предприятия. Для начала я бы еще хотела, конечно, немножко вспомнить историю гражданской обороны, с чего она началась. На самом деле не каждый житель города Сибай знает об этом. Если вспомнить историю, то 4 октября 1932 года Совет народных комиссаров Советского Союза утвердил положение о местной противовоздушной обороне, с которой и началось создание системы гражданской обороны нашей страны. С тех пор наша система гражданской обороны прошла несколько этапов. Все мы знаем, что в годы Великой Отечественной войны местная противовоздушная оборона сыграла неоценимую роль, значительно сократив потери, людские потери, предотвратив нарушение объектов народного хозяйства. И она защищала население от налета вражеской авиации. Все мы смотрим фильмы и знаем об этом. И артиллерийских обстрелов. Личный состав формирований оказывал помощь населению, рискуя своей жизнью. Велась борьба с зажигательными бомбами, оказывалась помощь раненым и пострадавшим под обломками зданий. Всего можно сказать, что за годы Великой Отечественной войны формированием местной противовоздушной обороны было обезврежено более 400 тысяч авиабомб и 3,5 миллионов артиллерийских боеприпасов. В период холодной войны нужно сказать, что с возникновением угрозы
применение ядерного оружия потенциальным противникам и других средств массового поражения, потребовалось создать принципиально новую систему оборонных мероприятий по защите населения и объектов экономики. И поэтому 15 июля 1961 году постановлением Совета министров СССР местная противовоздушная оборона была преобразована в гражданскую оборону, систему общегосударственных оборонных мероприятий, которые проводились и как в мирное время, так и в военное время, также в целях защиты населения и объектов экономики. Вот. Вот как раз получается и после Великой Отечественной войны, да, потом была ужасная трагедия на Чернобыльской АЭС. Тогда люди понимали вообще значимость гражданской защиты, да, для чего это нужно все изучать, почему нужно быть к этому готовыми. Но мне кажется, наверное, в наши дни вот этот интерес несколько спал. Вот на ваш взгляд, каким образом можно подогревать вопрос к этой теме? На самом деле уроки Чернобыля указали на и других, не только Чернобыля, и других крупных чрезвычайных ситуаций, указали на необходимость проведения целого комплекса мероприятий по приведению гражданской обороны в соответствии с социально-экономическими преобразованиями, которые проводятся в нашей стране. Но и в наше время, учитывая и наблюдая мировую обстановку по отношению к нашей стране, я думаю, что население понимает и население видит, что мероприятия гражданской обороны нужно проводить, нужно вести обязательно подготовку населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Поэтому телевидение и если брать в целом наш город, то органом управления в области ГОЧС является наше управление гражданской защиты. Проводятся мероприятия, проводятся открытые уроки, проводятся тренировки, чтобы закрепить практические навыки учения, как во время комплексных учений, допустим, или же по объектовым планам на объектах экономики, также и по плану основных мероприятий городского округа город Сибай, который, естественно, согласуется с Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан и утверждается главой администрации. Но в этом направлении у нас работа выстроена должным образом, да, насколько я знаю, Сибай в числе лучших вообще по республике по уровню организации именно вот этой гражданской обороны. Как раз сейчас у нас идет месячник гражданской обороны. Расскажите, пожалуйста, что в рамках него проводится и для чего он вообще предназначен, какие цели преследует? Да. С 4 октября по 4 ноября по республике, согласно распоряжению правительства Республики Башкортостан, и в соответствии с распоряжением главы администрации городского округа город Сибай в целях формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории в целом. У нас в этот период проводится месячник гражданской обороны. Очень большое внимание уделяется, как я уже выше сказала, подготовке различных слоев населения, если можно так сказать. Везде 4 октября в общеобразовательных учреждениях образования прошли открытые уроки, посвященные году гражданской обороны. В ходе комплексного учения, проведены тактико-специальные учения, объектовые тренировки, как я уже сказала, сборы оповещения руководящего состава. Проводятся открытые уроки нашими сотрудниками в общеобразовательных учреждениях, то есть до населения, доводится через средства массовой информации. В организации мы направляем памятки по тематике гражданской обороны. То есть вопрос популяризации гражданской обороны в наше время он актуален. То есть необходимо каждому человеку, каждому жителю нашего города знать, чтобы в чрезвычайных ситуациях мирного или военного времени он должен оказать помощь себе, близким или пострадавшему. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что гость студии сегодня начальник управления гражданской защиты города Сибай Зульфия Ибрагимовна Фатхуллина. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 8 927 303 43 43. Также работает Вайбер и WhatsApp.
Зульфия Ибрагимовна, ну, говоря о гражданской обороне, нельзя не затронуть и работу единой дежурной диспетчерской службы. Вот на сегодняшний день как она работает, с какими вопросами звонят горожане, как активно? На самом деле, единая дежурно-диспетчерская служба города, это служба 112, как наше население уже знает, звонят по этому номеру, является структурным подразделением Управления гражданской защиты. И вот мы подвели итоги, и за 10 месяцев, можно сказать, октябрь месяц заканчивается, завершается, поступило в единую дежурную диспетчерскую службу более 40 тысяч звонков. Вопросы, звонки различного характера. Это обращение по работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, это оказание помощи, или не дозвонились до службы 02 или 03, просят соединить. Или же это по работе, значит, что запах газа, или же активные наши жители города не проходят мимо чужой беды. Допустим, где-то человеку стало плохо, лежит человек, прошу принять меры. Или это семейные ссоры. То есть это, или же обнаружен пакет. То есть есть у нас горожане очень бдительные. В больницах, допустим, на вокзалах обнаружен пакет, хозяина нет, просим принять меры и так далее, и так далее. Но также я бы хотела сегодня обратиться к жителям нашего города и сказать, что из этих 40 тысяч звонков, обращений в единую дежурную диспетчерскую службу города, более 20 тысяч – это ложные звонки. Ну вот говоря о ложных звонках, как раз вот недавно по России, да, прокатилась серия, так скажем, таких, я не знаю, мини-терактов или как их назвать, да, когда атаковали буквально службу 112 и сообщали о якобы заложенных бомбах. Вот себя это коснулось или вот эти вот 20 тысяч ложные, в каком плане? Я бы хотела сказать, что ложные звонки, это в основном нужно обратить родителям на досуг своих детей, обеспечить досуг своих детей. Почему? Потому что малолетние дети остаются дома одни со старшими братьями, сестрами. Делается это как? Вытаскивается симка, то есть и мы не можем определить номер этого телефона, звонившего, с какого номера. Значит, он может набрать только службу 112. Набирает по несколько раз, и получается, что отвлекает службу. Возможно, в этот момент кто-то не может дозвониться до нас, которому необходима помощь городских служб. Вот. А по поводу заложенных бомб, в последнее время такой информации у нас не было, но можно вспомнить, что с 13 по 15 год, если вы помните, у нас прошла информация, что в здании Центральной городской больницы заложена бомба. Подняты были все городские службы постоянной готовности. Наша служба, диспетчера отработали по инструкции. То есть как бы человек был найден, и впоследствии, вы знаете, да, впоследствии уволен с работы. Это главный врач, врач больницы в состоянии алкогольного опьянения. Дезинформировал? Дезинформировал. Но, надо сказать, организованно сработано было. И после этого у нас было 2 сообщения, значит, в эти же годы о том, что заложено взрывное устройство на центральной площади. Тоже это, к великому счастью, это не подтвердилось. Тоже анонимный звонок. Тоже кто звонил, все это было как бы доказано. Найден человек, который и наказан. А в основном сейчас звонки по обнаружению бесхозных пакетов, сумок. Это вот бдительность наших горожан. Хотела бы поблагодарить таких горожан. Но в любом случае наша служба полностью отрабатывает. Ну, поблагодарить одних за то, что они бдительные, наверное, пожурить других, что забывают пакеты и сумки и создают определенные беспокойства для спецслужб наших. Зульфия Ибрагимовна, следующий вопрос насчет оповещения населения. Да? Я знаю, что вот сейчас есть современные новостройки, где эти датчики сразу монтируют. Но, тем не менее, многие люди от этих радиоточек отказываются. И вот в случае чего, каким образом будет организовано оповещение населения по городу? Я думаю, что немногие, многие, вернее, наверное, не понимают, для чего нужно своевременное оповещение. То есть оповещение нужно для своевременного доведения до населения определенных сигналов.
это или же случилось какое-то какое-то чрезвычайное событие, происшествие или ситуация, или же это военные конфликты и так далее, радиационная опасность, химическая опасность и так далее. И умение населения действовать в режиме чрезвычайных ситуаций и правильно использовать вот эту полученную информацию, это может сократить жертвы среди населения. Это очень важно. Поэтому хотела довести до нашего населения, что оповещение, основным способом оповещения людей в чрезвычайной ситуации является подача речевой информации. Но до подачи речевой информации у нас как бы прозвучат сирены, то есть в мирное время, если услышали сирену, это означает, что внимание всем. После этого каждый гражданин, каждый житель нашего города должен включить радио. Вот в данном случае вы задали про радиоточки. То есть я считаю, что это необходимые меры предосторожности. Ведь не секрет, у нас многие есть инвалиды, и те, которые не могут как бы дальше площади своего жилища выйти на улицу, или одинокие есть люди у нас. И поэтому, прослушав, значит, услышав звук сирен, что означает внимание всем, необходимо включить радио, телевидение и прослушать речевую информацию. Вот как раз у нас был вопрос от телезрительницы. Татьяна Петровна спрашивала, что делать, если, не дай бог, мы услышим звук сирены. То есть в первую очередь включить радио или телевизор и слушать уже те инструкции, которые будут озвучены. Да, да. Я уже об этом сказала, включить. И обязательно, это даже не должен, это обязан, каждый житель должен. Как бы мы доводим, наша задача органа управления ГУЧС довести через радиоэфир, через телевидение именно сигналы и речевую информацию. А каждый уже житель, каждый гражданин обязан включить и прослушать. То есть обеспечить свою безопасность в той или иной ситуации чрезвычайной. Еще один вопрос задает Ильдар Рамильевич. Что у нас в городе с бомбоубежищами? Они в рабочем состоянии? Так, на сегодняшний день на территории городского округа у нас всего 16 защитных сооружений. К сожалению, некоторые из них подтапливаются грунтовыми водами. И все защитные сооружения у нас обслуживает организации, то есть они являются балансодержателями этих сооружений. Вот. И, значит, если сказать о том, кто должен укрываться и как должно укрываться и защитных сооружений, нужно сказать, что в соответствии с новыми введениями в нормативную базу в приказе МЧС России, значит, защитные сооружения, значит, укрывается у нас наибольшая работающая смена объектов, которые имеют категорию по гражданской обороне. Все население города у нас считается, что в зону радиационного заражения, химического не попадает. У нас на территории нет радиационно опасных объектов, химически опасных объектов. Наша территория не подпадает под зону катастрофического затопления, поэтому наше население укрывается в укрытиях. Под укрытие можно применить это, если это жилые дома, неработающее население, это значит подвальное помещение жилых домов, подвальное помещение административных зданий. Но все-таки бомбоубежища, как в них в случае чего попасть? То есть у кого находятся ключи, проверяется ли их состояние там, с какой-то периодичностью? У нас, как я уже сказала, балансодержателями этих 16 защитных сооружений являются организации. То есть эти защитные сооружения закреплены за ними, и в каждой организации есть формирование, это звено по обслуживанию защитных сооружений. Естественно, это звено, это формирование периодически проверяет вентиляционное оборудование, герметичность дверей, полностью организация, значит, следит за состоянием, проводит текущие капитальные ремонты этих сооружений. В мирное время, в повседневной деятельности это защитное сооружение может быть использовано в целях этой же организации.
но с учетом сохранения защитных свойств, с учетом того, чтобы не были заблокированы входные двери и так далее. И если поступил какой-то сигнал, была возможность привести в состояние готовности это защитное сооружение в течение 12 часов. Ну, вот как раз есть информация, да, что в 90-х годах эти бомбоубежища применяли там где-то под клуб, а где-то там умудрялись даже что-то выращивать. То есть, в принципе, это допустимо, но Да. обязательно условие, что в случае чего, чтобы быстро можно было привести в первоначальный. И не допускается, чтобы какие-то перегородки сносились в этом убежище, или же какие-то отверстия. То есть могут быть какие-то временные перегородки только с разрешения органа управления ГОЧС городского округа, то есть по нашему разрешению. Зульфия Ибрагимовна, ну вообще раньше в школах активно обучали основам гражданской обороны. Вот на ваш взгляд, сейчас в школах достаточно знаний детям дается по этому вопросу, и как вообще преподается эта дисциплина? Надо сказать, что сегодня в общеобразовательных учреждениях города есть и преподается предмет, вообще это ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности, а в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях это безопасность жизнедеятельности. По программам данных, значит, предметов есть преподаватель ОБЖ или БЖД, полностью как бы рассказывает и обучает учащихся, а в период проведения по объектовым планам тренировок и учений эти практические навыки закрепляются. Я считаю, что проводится буквально, значит, как я уже говорила выше, мы проводили занятия во второй школе, были приглашены учащиеся разных классов, было очень много вопросов, очень заинтересованы были дети и как бы благодарили то, что до них довели вот эту информацию, были показаны слайды, история гражданской обороны была доведена. Поэтому я считаю, что да, раньше у нас была начальная военная подготовка в наше время и так далее, но сейчас тоже в школах и в средних учебных заведениях, в высших учебных заведениях большое внимание уделяется этому. И мы в своих городских планах тоже планируем, каждый год проводим объектовые тренировки в учебных заведениях обязательно. И проводим в ходе комплексных учений, в ходе штабной тренировки всероссийской, которая каждый год ежегодно. И идет полностью охват всех предприятий и учреждений города. Ну вот как раз что касается объектовых тренировок, как часто они должны проводиться? Раз в год на предприятии или нет таких конкретных рамок? Нет, у нас есть, значит, организационно-методические указания правительства Республики Башкортостан. На основании этих оргметод указаний, значит, идет планирование мероприятий, в том числе тренировок, учений, командно-штабных учений с периодичностью 1 раз в 3 года или с периодичностью 1 раз в год. Командно-штабные учения организации должны проводить каждый год, планировать объектовые тренировки, специально противопожарные тренировки проводятся ежегодно, 2 раза в год, нужно сказать. И в целом в год по плану основных мероприятий в области ГОЧС городского округа у нас проводится более 20 учений и тренировок. А если говорить про организацию учреждения, в год более 150 учений и тренировок проводится. Ну, достаточное количество, да, для того, чтобы всегда быть наготове, скажем так. А если, вот, допустим, люди по гражданской обороне выучили что-то там лет 50 назад, да, то есть учились в школе, вот получили эти знания, сейчас эти знания актуальны или все-таки поменялось? Ну, я думаю, что то, что раньше преподавалось, то, что они изучали раньше, все равно защита населения, то есть обеспечение безопасности населения, это все равно остается основной задачей гражданской обороны. И защита в укрытиях, это тоже остается. То есть применение средств индивидуальной защиты, это вот как-то раньше, если это население обеспечивало, неработающее население обеспечивало правительство Республики Башкортостан, мы каждый год подавали заявки, то сейчас, вот, как было сказано выше, в связи с тем, что мы не попадаем в зону радиационного заражения, катастрофического затопления,
у нас обеспечиваются средствами индивидуальной защиты только нештатное формирование по выполнению мероприятий гражданской обороны. И нештатное формирование гражданской обороны, которое создано на базе муниципальных учреждений, организаций, обеспечивается администрацией городского округа, то есть имеется в достаточном количестве. А нештатное формирование, созданное на базе других организаций, обеспечивается руководством данных предприятий. Поэтому я думаю, что эти задачи, эти знания, они пригодятся любому. И вот хотелось бы добавить, что если работающее население у нас как бы на предприятиях, с ними проводятся занятия, мы все категории работающего населения направляем на обучение в учебно-методический центр по ГОЧС, это в Республику Башкортостан, город Уфа, то неработающее население у нас обучается, должны обучаться в учебно-консультационных пунктах по ГОЧС, которые у нас организованы на базе учреждений. Всего у нас в городе их 7. И вот, пользуясь случаем, хочу обратиться к неработающему населению, к нашим пенсионерам, что у нас УКП созданы, и можно подходить, ознакомиться с графиком работы, они проводят занятия, доводят до вас информацию, есть различные памятки о действиях в чрезвычайных ситуациях. Вот есть у нас учебно-консультационный пункт в поселке Горном, отдаленный поселок, да? В поселке это библиотека, в поселке Горном на базе библиотеки. На базе библиотеки в поселке Аркаим молодежный центр у нас, значит, затем на Пионерской 28 это наш учебный класс, учебно-консультационный пункт, управление гражданской защиты и так далее. То есть все микрорайоны мы старались охватить, чтобы могли люди обучаться. То есть, в общем, было бы желание, где все условия есть. Да. Зульфия Ибрагимовна, но время нашего эфира подошло к концу, и напоследок, может быть, еще какие-то пожелания гражданам. Ну, обращаясь к нашим горожанам, я бы хотела привести выражение китайского полководца. По-моему, оно очень актуально всегда. Если ты имеешь меч, если даже ты его применишь на протяжении всей жизни только один раз, все равно его нужно носить. То есть это как раз суть гражданской обороны выражает, насколько мы подготовлены, насколько мы занимаемся, не от случая к случаю, а повседневно, то мы будем готовы к реагированию, мы будем готовы, значит, к любым чрезвычайным ситуациям и военного характера, и мирного. Ну, хочется пожелать, что все-таки ваша работа носила только профилактический характер, и чтобы нам никогда не пришлось столкнуться с реальной угрозой. Ну а на сегодня все. Увидимся в следующий четверг. Всего вам доброго и берегите себя.